В соцсетях распространяется информация от анонимных пользователей с призывом собраться 1 ноября в аэропорту Магаз, где якобы ожидается самолет с гражданами Израиля. Директор Ингушской авиагавани назвал информацию фейковым вбросом, подчеркнув, что это самая настоящая провокация. По словам Магомеда Цурова, аэропорт не принимает международные рейсы и, в частности, из Израиля. Он призвал не поддаваться на уловки людей, которые хотят раскачать ситуацию. Я очень был удивлен, когда это увидел. То есть вы знаете, что аэропорт только по названию у нас международный, еще пока процедура идет, процедура достаточно сложная, пока мы международные рейсы не принимаем. Поэтому о приеме международного воздушного судна не может быть и речи. То есть, что мы откуда-то примем самолет, об этом речи быть не может. То есть только совсем уж неосведомленный человек может такие заключения сделать. Это раз. Второе, там писали, что скинули карту маршрута. То есть это даже не билет, это не багажная, не пассажирская квитанция, а просто маршрутная карта. Причем маршрут, если вы сами видели, там написано Каир, Москва, Москва, Магаз. То есть, опять же, это бред. Это глупость большая. То есть лететь с Израиля на Каир, потом с Каира на... То есть Каир это тоже мусульманское государство, да? Это большая глупость, это невероятно так лететь. Во-первых, с Израиля до сих пор прямые рейсы летают в Россию, да, в те же Минводы, в Сочи, там, в Дагестан. Вы знаете, какая была ситуация. То есть, мое мнение, это провокация. Кто-то провоцирует, кто-то пытается раскачать эту ситуацию, пользуясь тем, что люди наши горячие. Я вполне предполагаю, что там с Каира, допустим, к нам кто-то летит, может быть, кто-то один-два человека, но это может быть студенты наши купили билет, там у нас обучаются студенты, да. Это раз. Второе, как там опять же написано, что авиакомпания «Победа», они сюда летят. У нас все билеты уже выкуплены давным-давно на авиакомпанию «Победа». Там может быть 10-12 билетов, может быть, и было на этот момент. То есть, опять же, чтобы весь самолет был заполнен, вы понимаете, что это глупость большая. Я считаю, что это какая-то провокация. Провокация, какие-то силы стараются раскачать эту ситуацию и ввести напряженность у нас, в Республике Ингушетия. Поэтому я всех призываю, всех наших молодежь, не совершать необдуманных поступков, не поддаваться на эти провокации. Это глупость большая, которую любой маломальски грамотный человек сразу поймет, что это большая глупость, что она ничем не оправдана, ничем не доказана. Напомним, что накануне в международный аэропорт Махачкалы ворвалась толпа людей. Беспорядки начались из-за рейса, прилетевшего из Израиля на фоне войны в секторе Газа. Аэропорт из-за сложившейся ситуации и прорыва участников на взлетно-посадочную полосу закрыли на несколько часов. Сейчас его работа восстановлена. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.